Доброе утро, Республика! Начинаем новый спортивный день. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тантосова. Мы, конечно, с последними новостями, кто приехал, кто соревнуется, все в ожидании начала соревнований. Некоторые, кстати, уже начались. И дальше мы обязательно расскажем чуть попозже, в следующие дни, какие будут результаты. Ну, а сегодня будем знакомиться, кто они, наши спортсмены, кто представляет какие страны, кто приехал, какие флаги подняли. Ну и, конечно, мы сегодня встретим наших замечательных гостей в этой студии. Все это будет сегодня, чтобы ваше утро было не только бодрым, но и, конечно, спортивным. Но и сейчас хотелось бы напомнить, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», на котором можно прямо сейчас подписаться. Там мы выкладываем интересные новости, интересные сюжеты, ну а также иногда разыгрываем подарки. Поэтому с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах, вы прямо можете подписаться на наш телеграм-канал. Ну и быть в курсе всех последних новостей, потому что все новости, которые о играх «Дети Азии» мы получаем, мы непременно ими делимся сразу с вами, чтобы вы были в курсе всех событий без исключения. Дорогие друзья, нашу сборную очень, это все спортсмены, они готовились, они волновались, готовились не только спортсмены, но и тренера, и организаторы. Но, конечно, всех волнует, как они выступят. Да, все спортсмены, защищающие честь Республики Саха-Якутия, упорно трудились, тренировались, чтобы показать лучшие результаты. Представлять Якутию будут две сборные команды по всем 24 видам спорта. Давайте познакомимся с ними поближе. Спортивные команды подошли к финалу подготовки. Перед стартом главных соревнований в жизни спортсменов осталось совсем мало времени. Две сборные команды Якутии в количестве 370 спортсменов готовы представить Якутию во всеоружии. Все они прошли жесткий отбор и сложные тренировки. За плечами спортсменов сборной Якутии много ярких побед. Масштаб разный, от республиканских до всероссийских уровней. Каждый из них готов продемонстрировать высокий уровень подготовки. Все подготовлены очень. Я тоже уверен в себе, что могу показать хорошую борьбу. И соперникам удачи. Держите борьбу на уровне. Спортсмены будут выступать по всем 24 видам спорта. Зрителей игр ждут не только зрелищные бои, но и элегантность в мире спорта. Грация, красота и изящество, как она есть. Юные гимнастки готовились к масштабному спортивному состязанию и настроены на победу. Очень хочется достойно выступить, получить хорошие эмоции, отличные эмоции. Пусть победит сильнейший. Все месяцы подготовки спортсмены оттачивали спортивную форму вместе со своими тренерами. Среди наставников мастера спорта, чемпионы, победители и призеры спортивных соревнований различного уровня. В 2008 году были мои первые игры «Дети Азии». Спустя несколько игр я уже являюсь представителем команд, спортсменом. Большой удачи. Пусть самое главное, они верят в себя. Встреча с главой республики – это тоже своего рода тренинг, только психологический. Айсен Николаев напутствовал спортсменов для победного настроя. Конечно же, я призываю наших ребят бороться честно. Трибуны будут вас поддерживать, будьте в этом уверены. Мы болеем за вас. Дети Азии – это уверенный шаг к пьедесталу побед. Более 30 участников игр из Якутии являются чемпионами Олимпийских игр мира, Азии и Европы. Кто знает, может, уже сейчас среди юных спортсменов есть те, кто готов покорить новые высоты. Даяна Федорова, Георгий Григорьев. Мы уверены, что так оно и будет. Обязательно эти юные спортсмены, их имена прозвучат когда-нибудь и на Олимпийских играх. Но вот знаешь, что мне интересно? Как думаешь, откуда взялась традиция поднимать государственный флаг перед соревнованиями? Ну, я бы мог предположить, что она зародилась еще на рыцарских турнирах, когда перед ристалищем выставлялись гербы знатных рыцарей. Ну, интересная версия. Возможно. Однако на первых Олимпийских играх в 1896 году перед соревнованиями, проводившимися накануне национального праздника Греции, для независимости поднялся только флаг Греции. Тогда же появилась традиция исполнять национальные гимны и поднимать государственные флаги в честь олимпийских чемпионов. Ну а прямо сейчас мы узнаем, флаги каких государств были подняты в спортивной деревне. В деревне спортсменов ряды флагштоков пополнили еще 5 флагов стран-участников. Это флаги Китайской Народной Республики, Королевства Бахрейн, Республики Беларусь и Монголии. Спортсмены сборной Монголии поборются за призовые места в 9 видах спорта. Всего с Монголии прибыло 61 человек.
Я первый раз в Якутии, мне здесь очень понравилось. Буду участвовать в масс-рестлинге. Этим видом спорта занимаюсь чуть больше года, но тем не менее моя цель – стать чемпионом в своей весовой категории. Сборная Республики Беларусь на играх представит 144 юных спортсменов в 12 видах спорта. Сборные чемпионы и призеры Беларуси, рекордсмены по видам спорта в своих возрастных категориях. Вот, я стал чемпионом республики, в Россию ездил, позанимал тоже места также. У нас настрой занять первые места и уехать счастливыми. Вот. Несмотря на то, что в Якутске стоят жаркие дни для спортсменов королевства Бахрейна, эта погода прохладная. Ведь средняя температура в суверенном государстве летом 40 градусов жары. В нашей команде 12 участников, в том числе 2 тренера. Королевство Бахрейна будет участвовать в 2 видах спорта. Это плавание и шахматы. Я настроена на победу, но все равно есть немного волнения. Я занимаюсь плаванием. В нашей команде являюсь самым младшим участником. Безумно рада этой поездке. И в соревнованиях намерена получить много медалей. Напомним, в Олимпийской деревне первым был поднят флаг Российской Федерации, которая является принимающей стороной масштабного соревнования. Во время спортивных игр во флагштоках поднимут все флаги государств, которые станут участниками. Анна Васильева, Ренат Нахиев. Как красиво. Думаю, любой бы из нас хотел бы погреться сейчас под жарким солнцем Таиланда на берегу моря, особенно когда в Якутии царит зима. К нам в эти летние дни прибыла сборная команда из Таиланда в количестве 45 человек. Это 32 спортсмена, 4 тренера и 9 представителей команды. Юные спортсмены будут соревноваться по 5 видам спорта, включая якутские прыжки. Давайте же с ними познакомимся. Бангкок, Москва, Якутск. 1000 миль, и команда юных спортсменов из солнечного Таиланда прибыла в город Якутск. Дети, подуставшие от долгого перелета, тем не менее очень рады, ведь они впервые в далекой и непривычной им по климату долине Туймада. На улице плюс 30 градусов. Это, видимо, привезли нам солнце наши юные спортсмены из солнечного Таиланда. Итак, давайте поприветствуем их и познакомимся с ними. Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в Якутию. Меня зовут Дая. Как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Варисара Наптонг. Мне 14 лет. Меня зовут Кларниса Типсада Конг. Мне 13 лет. Каким видом спорта вы занимаетесь? Плавание. Перед приездом на соревнования как долго тренировались? 20 дней. Юные атлеты из Таиланда приехали, чтобы побороться за медали по легкой атлетике и якутским прыжкам, баскетболу 3 на 3, по художественной гимнастике, хэквондо и плаванию. Но самое главное – это новые друзья и дружеская атмосфера. Мы играем в баскетбол 3 на 3. Тоже. Слышали ли вы когда-нибудь о Якутии? Я ранее никогда не слышал о Якутии. Впервые у вас в гостях. А я слышал, что это самое холодное место на планете. Пока это все, что я знаю. Я очень взволнован перед предстоящими соревнованиями и очень жду этого события. Мы приехали с надеждой, что соревнования пройдут успешно, и надеемся на победу. Как отметил тренер сборной, команда на досуге мечтает познакомиться с культурой якутского народа. Команда Таиланда будет соревноваться по многим видам спорта. Мы приехали не только соревноваться, но и с дружеским настроением. Я знаю, что с давних времен Россия и Таиланд дружественные страны. Мы хотели бы больше узнать о Якутии. Я знаю, что вашу нацию называют Саха. Также слышали, что Якутия славится бриллиантами. По качеству он №1 в мире. Дальше команда отправится в деревню спортсменов. Отметим, что всех гостей тепло встречает и проводит делегация дружелюбных волонтеров. Ну а мы пожелаем юным спортсменам из Таиланда замечательных, насыщенных событиями дней. Дая Барашкова, Георгий Григорьев.
Продолжаем знакомиться со сборными стран-участников игр «Дети Азии». Более 250 спортсменов будут представлять солнечный Казахстан. Команда прилетела одной из первых. Дети переходят на часовой пояс Якутска и приступают к ежедневным тренировкам. Сборная Казахстана представлена во всех видах спорта. На утренние тренировки съездила и наша съемочная бригада. Рассказывает Нургуяна Егорова. Поехали! Поднимите голову. У легкоатлетов тренировки начинаются с 7:30 утра. Призер первенства стран СНГ Юлия Демкина выступит в спринтерских дисциплинах. Внимание! На стадион пришла по стопам бабушки и мамы. Впрочем, когда в семье все спортсмены, другого пути нет. Разве что надо было определиться между футболом и легкой атлетикой. Лучший результат на 100 метров 12:43. На 200 метров 25,5. Я очень серьезно готова выиграть, хотя бы попасть в финал и выиграть. В этом виде спорта Казахстан представлен во всех дисциплинах. В составе команды 26 человек. Дорожка новая, идеальная, супер. Новые барьеры, инвентарь весь новый. Стадион приятный. Я думаю, здесь будут личные рекорды. В спортивном комплексе «Дахсун» идут тренировки по художественной гимнастике. Абсолютная чемпионка Казахстана и молодежных игр Акмарал Ирикешева уже отличилась на международных стартах в Узбекистане и Греции. Я пришла в художественную гимнастику в 4 года. Сейчас мне 14 лет, уже прошло 10 лет. Мне до сих пор нравится этот вид спорта. И больше из 4 видов, из обруча, мяча, булавы и лента, мне нравится булава. Мы привезли достаточно опытных спортсменок среди юниоров. Акмарал Ерикешева у нас съездила на чемпионат Азии 2024 года и стала чемпионкой Азии. Так что мы привезли очень сильных детей. И вторая гимнастка, это Разбек Айганым. Она еще очень молоденькая, только вступила в юниорскую программу. Мы ее привезли для обкатки. Что я для себя приметила, здесь очень много стульев и столов. Как оказалось, в художественной гимнастике выступление одной девочки судит целая бригада, куда входит 21 судья. Ну а в целом здесь на играх «Дети Азии» будет задействовано 49 судей. В разминочной зоне оборудованы 4 ковра. Команда приходит строго по времени. Гимнастки из Казахстана выступят в индивидуальной и групповой программе. Мы будем выступать с булавами и с обручем. Это упражнение уже работаем долго и хорошо готовились. Ну, все очень классно. Знакомишься с новыми людьми, новое общение, новый опыт. Ну а мы перемещаемся на баскетбольную площадку. Этот вид спорта впервые включен в программу игр «Дети Азии». Ну а баскетбол 3×3 впервые была представлена на юношеской олимпиаде в 2010 году в Сингапуре, ну и в 2020 году как олимпийский вид спорта в Токио. У нас были сборы у себя в Казахстане, в Алмате. Готовились очень хорошо, двухразовая тренировка были. Мы отбор делали в августе, в апреле у нас был чемпионат Казахстана. Из них мы выбрали самых лучших казахстанцев, которые чемпионы становились. Баскетбольные баталии начнутся с 27 июня. На площадку выйдут 9 юношеских команд, а среди девушек золото будут оспаривать 7 команд. Надо чувствовать команду, там, смотреть по сторонам, каждого слушать, прислушиваться, играть командно, не чтобы не играл один человек, а чтобы все команды играли, поддерживали друг друга, если что-то не получается. И играть, самое главное. Показывать свои лучшие стороны, хорошо чувствовать площадку, игроков. Ну а самой представительной команде игр «Дети Азии» пожелаем удачи. Алга, Казахстан. Яна Егорова, Радомирский. Ну а сейчас от спортивных новостей мы переходим к новостям республики, России и мира. Слово передаем нашим коллегам. Доброе утро. Расскажем о самых главных событиях к этому часу.
Глава Якутии Айсен Николаев провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Стороны обсудили актуальные вопросы развития физической культуры и спорта в Якутии. В том числе, по словам Михаила Дегтярева, президентом страны поставлена задача до 2030 года увеличить долю населения, постоянно занимающегося спортом, до 70%. Благодаря таким соревнованиям, как «Дети Азии», наблюдается рост интереса к спорту и приток детей в спортивные секции. Министр также выразил благодарность руководству за высокую организацию игр. В свою очередь, Айсен Николаев рассказал о подготовке к играм, подчеркнув, что все объекты готовы на 100%. И уверен, что «Дети Азии» в этом году пройдут успешно на высоком организационном уровне. Но и в любом случае здесь действует только спортивный принцип. Никакой дискриминации, Россия открыта. И вот именно детский формат позволяет нам растить новых чемпионов. Здесь зажигаются звезды, можно сказать точно. Уверен, что соревнования наших игр «Дети Азии» пройдут на самом высоком уровне, и зрители смогут насладиться и на стадионах, и в спортивных комплексах, в спортивных дворцах, и уже за экранами телевизоров, да, бескомпромиссной, честной спортивной борьбой, которую будут показывать юные спортсмены из 24 стран, которые приехали к нам со всех уголков нашей бескрайней Азии. Президент Комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов провел встречу с президентом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктором Лукашенко. Стороны обсудили прошедшую эстафету огня, непосредственно сами игры. Не остались в стороне и вопросы, связанные с развитием детского спорта. После встречи гости осмотрели музей игр «Дети Азии». Напомню, всего в играх от Республики Беларусь участвует 144 человека в 12 видах спорта. Вам большое спасибо за приглашение, за возможность участвовать с нашей командой. Мы уже, благодаря вам, мы стали уже азиатской страной в этом плане, да. Ну, а для молодежи, особенно в нынешних условиях, вы понимаете, как это для детей важно. Поэтому мы очень серьезно настраиваемся, наша команда очень мотивирована. Правда, вы сказали, мы едем за золотыми медалями сюда, поэтому будем бороться. 100 детей из Мирного, Айхала и Удачного отправились в спортлагерь в Сочи. На летние тренировки отправили воспитанников различных секций КСК. В лагерь Илона дети ездят не в первый раз. Этим летом они проведут там 3 недели. Спортсменов ждут не только тренировки, но и отдых на море. Мы, допустим, фигуристы. У нас такой идет восстановительный период. Мы будем чередовать, будем танцевать, будем заниматься ОФП, хореографией, специальной физической подготовкой. То же самое шорт-трек. Бокс и борьба, они, конечно, у них свои планы. Но мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился этим утром. И мы продолжаем. Биатлон – очень интересный, зрелищный вид спорта, который включен в программу зимних игр «Дети Азии». Сегодня у нас в гостях Анна Ивановна Багали, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России, посол 8-х спортивных игр «Дети Азии». Анна, доброе утро. Доброе утро. Давайте немножко поговорим о биатлоне. Но мы знаем, что это зимний вид спорта, ну, как стандартное направление, но есть и летний. Вот планировалось, насколько нам известно, некий представительский такой вариант на этих играх, да, показательный. У нас не все получилось, и мы решили в последний момент, что лучше не будем проводить. Вот, сосредоточимся, наверное, на проработке дальнейших вариантов взаимодействия и развития. Потому что, знаете, как бы хочется всегда очень хорошо, либо никак. Ну вот у нас такой подход. И на самом деле биатлоном занимается много ребят в Якутии. Больше, конечно, в Алдане, в Нерюнгри. Вот, и в той части, где снежно, где более такая мягкая зима. Вот. Но в прошлом году мы провели детский кубок. Большое количество ребят именно было из Республики Саха-Якутия. Мне, как вице-президенту Союза биатлонистов России, мне очень хочется, чтобы деток было больше. Занимались они, как бы более даже широкая география была именно в Республике Саха-Якутия. И тому предпосылки есть. Мы с федерацией прорабатываем вопросы
такого, знаете, как бы даже не внедрения, да, а распространения, чтобы как можно больше улусов, да, имели возможность, наверное, на базах спортивных школ, детско-юношеских, возможно, там, где есть лыжные гонки, чтобы ребята занимались, катались, вот, потому что есть вариант пневматического биатлона, который простой. То есть 10 метров, легкая такая система, которая позволяет работать. Ну, как старт, получается, начало занятий. Подготовительная история до 15 лет. Это не малый калибр, это не патроны, это пульки. Вот, наверное, все из детства помнят, когда тир, да, это как все воздушка. просто. Ну, воздушка, да, конечно, воздушка, только газобаллонная винтовка, которая газом более точная, четкая. Смежные виды, это можно же также и ГТО к этому же присоединить. То есть, в принципе, биатлон, он такой всесторонний вид, который ребят готовит гармонично с разных сторон, умение стрелять, что немаловажно и для ребят, и, в принципе, якутяне все охотники. Насколько я вот с кем не общаюсь, они все мне говорят про то, что вот либо рыбаки, либо охотники, либо все вместе. Поэтому... Ну, плюс еще это огромная физическая нагрузка, и нужно еще совладать уметь, да, то есть сосредоточиться. Переключение, да. То есть это сложная такая для ребенка, это хорошее развитие, в том числе всех нейрогормональных связей, для того, чтобы они в перспективе имели возможность дальше, ну и в других видах, сферах деятельности, не все станут чемпионами, но многие научатся определенной структурированности процессов и правил. Ну вот в целом вы являетесь послом, да, спортивных игр «Дети Азии». Вот как вы видите дальнейшее развитие игр, их значимость вот вообще в современном мире и для молодежи? Я думаю, что это действительно турнир. И мы с коллегами тоже много об этом говорим, что это начало побед, много очень чемпионов, которые в дальнейшем пути олимпийский прошли и до высот достигли чемпионатов мира, Олимпийских игр. Мне видится так, что больше ребят занимаются, выступают, и это получается такая хорошая школа, такой хороший фундамент, плюс образовательный модуль, который там «Путь к Олимпу» сейчас называется программа. Но тоже я посещала, тоже выступала перед ребятами, знаю, насколько она насыщена, интересна и востребована. Поэтому мне кажется, что вот это образование плюс непосредственно соревновательный компонент объединяет также еще деревня у нас, не будем забывать, что деревня спортсменов способствует общению, дружбе, коммуникации. Это все в одном. Для детства это очень важно, мне кажется. Ну а что вы считаете является мотивацией для достижения успеха именно у детей? Знаете, кому-то важны личные победы. Вот моя медаль. Кому-то важно в этом возрасте, в том, в котором находятся сейчас ребята, увидеть победы других ребят, которые, например, я сейчас еще не до конца хорош, и меня замотивирует, например, мой сосед по комнате, который на этих играх выиграет медаль. А у некоторых это послужит таким толчком для, может быть, всестороннего развития, может быть, переключения на что-то другое, либо уход в профессиональную деятельность, что тоже мне считается важным. И у каждого, я говорю, что какая-то своя история, но, безусловно, никто не останется равнодушным и никто не уедет без эмоций положительных. Что вы ждете от этих игр? Хорошей, доброй, дружеской атмосферы, много позитива, улыбок, эмоций. И всегда такой драйв, когда находишься на площадках. Я помню Владивосток, летние игры, и там действительно мы, когда с детьми переезжали, я что-то рассказывала про виды спорта, и от брейк-данса до мини-футбола, стрельба, то есть все виды спорта, которые в программе, они, безусловно, интересны. И есть национальные виды, которые тоже, я считаю, что для понимания того, что мир многогранен, и спортивный мир, он такой очень уникальный, мне кажется, что это вообще замечательная площадка для ознакомления, и тем более для якутян игры, я знаю, что это действительно Олимпийские игры для детей. Спасибо. Спасибо, что пришли, нашли минутку. И мы тоже ждем с нетерпением результатов наших спортсменов. Да. Спасибо. Спасибо большое. 8-е игры «Дети Азии» получили поистине небывалый масштаб благодаря стараниям организаторов, участников и всех, кто поддерживает идею продвижения спорта, дружбы и воспитания будущего поколения. Сегодня мы хотим передать вам послание поддержки и пожелания успехов из космоса. Наши космонавты с Международной космической станции вместе с любимой героиней детей Республики Саха-Якутия куклой Кындыкан шлют свой привет всем участникам 8-х спортивных игр «Дети Азии».
Дорогие друзья, мы, российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, приветствуем вас с борта Международной космической станции. В этом полете нашим спутником является отважная кукла Кандекан, символ хранителя Севера и Арктики. В этом году, в День космонавтики 12 апреля, мы получили обращение детей из Якутии с просьбой отправить их любимого персонажа Кандекан на МКС. И вот Кандекан здесь, с просторов Вселенной, передает вместе с нами искреннее приветствие всем жителям планеты, участникам 8-х Международных спортивных игр «Дети Азии». 2024 год объявлен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи, а Республика Саха-Якутия объявила год детства. Это, конечно же, в первую очередь семейные ценности, преемственность, здоровый образ жизни, спорт, дружба и единство. Это то, что объединяет нас сегодня и к чему стремился основатель игр «Дети Азии» Михаил Николаев. Смелая идея первого президента Якутии сегодня объединяет весь азиатский континент. Такая же смелая идея и у Кандекан – объединять людей для сохранения Севера, а значит для процветания всей планеты. Наша Земля красивая, но все же хрупкая. Как важно нам всем сберечь ее. Примером для нас могут послужить коренные народы, хранители культурных традиций, предков и редких языков. Они сохраняют баланс природы, опираясь на обычаи своих предшественников. Желаем участникам игр удачи, вдохновения, побед и личных рекордов. Друзья, ну что, сегодня у нас бодрое спортивное утро. И, конечно, хотелось бы вам рассказать, что ждет наших зрителей, тех болельщиков, кто хочет посетить те или иные соревнования. Мы сейчас вам обо всем расскажем. Да, если вы еще не успели посмотреть расписание, напоминаем, что оно есть на сайте. Итак, баскетбол 3х3 на Комсомольской площади в 10 часов утра. Художественная гимнастика. Начнут сегодня соревнования в 12:00 в спортивном комплексе «Дахсун». Мини-футбол. Дворец спорта 50 лет Победы в 10 часов. Тэквондо. Ледовый дворец Элей Ботур. Будут соревнования начинаться с 9:00 и с 14:00. Все болельщики самбо собираются в Центре спортивной подготовки «Триумф» в 10:00. Игры по шахматам состоятся в КФЕНе Северо-Восточного федерального университета. Начало соревнований в 10 часов. Настольный теннис. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус» в 11 часов. Ну, а что касается культурной программы, сегодня открытие международной книжной ярмарки «Книжни Вете» в 11 часов на площади Орджоникидзе. Концерт Государственной филармонии Республики Саха-Якутия в 16 часов на площади Дружбы. Вот такая у нас программа. Это, конечно, не все, но мы постарались самое интересное, что успели тоже увидеть в расписании, рассказать вам об этом. Ну, а мы продолжаем. Футзал – один из видов спорта, заявленный на спортивных играх. Ранее он более известен как мини-футбол. Но, несмотря на приставку «мини», страсти на площадке порой разгораются в максимальном разряде. Давайте узнаем, да, как проходит подготовка команд. История футбола на играх «Дети Азии» началась в далеком 2004 году на третьих по счету играх, и с тех пор футбол стал важной спортивной дисциплиной соревнований. Затем он обрел приставку «мини», а минувшей зимой его и вовсе переименовали в «футзал». На играх «Дети Азии» этого года в этой спортивной дисциплине заявлено 7 команд, среди них и сборная Кыргызстана. Ну, мы провели небольшие сборы в мини-УТС у себя в столице, в Бишкеке. Там готовились, ну, неплохо подготовились. Теперь, как говорится, проверка. В одной команде 5 человек, 4 полевых и вратарь. Капитан сборной Адахан признается, футзалом увлекается с 6 лет и мечтает связать свою жизнь со спортом. Среди ориентиров звезды как малых, так и больших полей. С российской суперлиги есть игрок Жоао Гильерме, играет в «Газпром» игра. Есть игрок в Испании Диего. Вот. Они играют на моей позиции, вот равняюсь на них. На поле у всех обязанности одни, но можно выделить действия за полем. Дисциплину там соблюдаю, больше смотрю, больше ответственности несу. И все. А так у всех ответственность одна. А это
Это уже подготовка сборной Якутии. Они разогреваются в спорткомплексе 50 лет Победы. Он и станет местом соревнований. Здесь нанесли разметку и обновили паркет. Все по стандартам данного вида спорта. Сами спортсмены признаются, дома и родные стены помогают. Сейчас в бой все рвутся, глаза горят. Но отбор проходил очень тяжело. Ребят было много со всей республики. Осталось вот сейчас 12 человек, которые, я надеюсь, что самые сильные. Мяч в футзале, кстати, меньше и легче футбольного. А еще он менее упругий. Это сделано для того, чтобы спортсмену легче было контролировать снаряд. Ведь в условиях меньшей площади лишние отскоки мячу просто ни к чему. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Ну, я, кстати, помню в детстве, когда мы жили в общаге, я спускался со своей ракеткой теннисной и играл с ребятами в настольный теннис в общем фойе. Очень нравился этот вид спорта. Да, вообще я и сейчас не прочь, да, подать крученый или взять сложный отскок от края стола. Ну, Руслан, если бы ты сейчас был молодым юношей, то мог бы вполне принять участие в играх «Дети Азии», потому что настольный теннис там представлен как один из 24 видов спорта. За призовые места будут бороться 14 сборных команд. Давайте с ними познакомимся поближе. Соревнования по настольному теннису в играх «Дети Азии» проводятся с самого начала. В этот раз побороться за звание лучшей ракетки Азии прибыли участники из 8 стран и 6 регионов России. Соревнования будут проходить в одиночных, парных и смешанных разрядах. Возраст участников – 14-15 лет. Не секрет, что в настольном теннисе очень сильная команда Китая всегда. То есть китайские девочки здесь есть. Ну и также несколько команд, которые представляют страны бывшего СССР. Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. Ну, я сейчас могу все не назвать. Там остальные: Лаос, Палестина, Сирия. Так что, вроде представительство неплохое. Большинство участников впервые в Якутске. Ребята удивляются настолько жаркому лету. Говорят, наслышаны о густых зимних туманах и морозе под 50 градусов. Просто в интернете видела там то, что здесь холодно зимой прям. И думала, холодно будет. Я занимаюсь почти 4 года. Это мои первые международные соревнования. Нас приехало 4 человека. Мне кажется, игры будут нелегкие, там хорошие спарринги, соперники будут. Нелегко будет. Пожалуй, самая малочисленная делегация участников – это представители Лаосской республики. Она состоит из 2 юношей-спортсменов, которые будут соревноваться в настольном теннисе. Республика впервые принимает участие в играх «Дети Азии». Красивая природа и добрые люди. Организация игр на высшем уровне. Надеемся, что мы покажем хорошие результаты. В первую очередь, это опыт для нас, чтобы наши дети обменивались опытом с другими странами Азии. Первый день соревнований посвящен смешанному парному разряду. Имена победителей будут определены уже на 3-й день игр. Марферина Алексеева, Степан Атастыров, Якутск. Скажи, ты уже выбрал спортивные соревнования, на которые пойдешь обязательно болеть? Пока на данный момент я остановился на схватках по самбо. Отличный выбор. Уверена, это будет очень зрелищно. Самбо – один из молодых популярных видов спорта, рожденный в нашей стране и широко культивируется теперь на международной спортивной арене. Прямо сейчас мы познакомимся поближе с участниками соревнований этого спортивного направления. Самбо, самооборона или же самозащита без оружия – это настоящее комбо разных видов борьбы. Этот вид спорта вобрал в себя десятки лучших приемов и практик национальных единоборств. Сюда вошли и японское дзюдо и сумо, якутский хапсагай, английская борьба и другие. Именно это делает самбо высокоэффективным видом спорта. Разновидностей борьбы больше 100, а то и 200. Список весьма обширный. И основатели самбо позаимствовали лучшие из десятков видов спорта, создав единое российское самооборону без оружия. Сборная Азербайджана по самбо по прилету в Якутск сразу приступила к тренировкам. Юноши отрабатывают подсечки и болевые приемы. Спортсмены оттачивают каждый прием под чутким руководством тренера сборной. Цель сюда приезда у нас соревнования, то есть выиграть. В
первое тело – это задача. Мы в Азербайджане на это соревнование хорошо готовились. У нас спортсменов 4. То есть там сборы были. Ну, надеюсь, дай бог, чтобы у нас победа была. Спортсмены из Азербайджана впервые в Якутске. Разница во времени ни много ни мало 5 часов. За 2 дня им предстоит пройти адаптацию. Сперва я 3 лет занимаюсь по самбо. Я выбрал этот спорт, потому что мне нравится борьба. Такой спорт мне нравится. Приехать сюда для меня было хорошо. Мне сперва такое соревнование был, турнир «Дети Азии». Вообще-то для меня здесь хорошее место. Здесь погода хорошая, все нормально. Иншаллах, за медалями пришли все. Я такой белую ночь сперва, если так честно, сперва вижу такой. Для меня так спать просто трудно было. Я же сперва это вижу. Но потом человек так вижу, потом же знаешь, что так всегда бывает. Игры «Дети Азии» для юных самбистов – это путь в мир большого спорта. Чтобы получить путевку на «Дети Азии», ребята прошли строгий отбор. По-настоящему доказали, что именно они достойны представить на этих соревнованиях свою страну. До этого на соревнованиях Республики Азербайджан я стал вторым. После этого у нас был отборочный турнир в чемпионате города Баку, где я стал чемпионом. Лишь после этого я получил путевку на игры «Дети Азии». Это финальные тренировки перед взвешиванием и уже начало соревнований. Как говорил тренер сборной, команда приехала за победой, но это уже покажет борцовский ковер. Роман Савинов, Ренат Нахиев. Уже завтра начнутся соревнования по плаванию. В плавательном бассейне Челбон проходят завершающие подготовительные тренировки пловцов перед стартом. Давайте поближе познакомимся с участниками сборной команды из Кыргызстана. Плавательный бассейн олимпийского типа Челбон был построен в 2012 году специально к 5-м играм «Дети Азии». И с тех пор все международные всероссийские спортивные турниры проводятся именно здесь. Аймкы Сайдаралиева занимается плаванием с 9 лет. 3 года девушка в профессиональном спорте. Сейчас, как и все спортсмены, отрабатывает выносливость, качество прохождения дистанции, старта, выполнения поворотов, то есть все, что нужно для победы. Сейчас мы пытаемся хорошо потренироваться, чтобы перед стартом все было хорошо, потому что сейчас как-то воду не очень хорошо чувствуем. Абдуразак Мамбетов тоже начинал плавать для поддержания здоровья. Но, попав в сборную команду для участия в играх «Дети Азии», чувствует особую гордость и честь представлять родную республику. Меня в плавание привели родственники, потому что там сколиоз, все дела. Врачи рекомендовали ходить на плавание, чтобы выпрямить спину, там плоскостопие тоже было. А там после этого уже плавание в душу так впало. На дорожках бассейна встретятся 127 участников. Это 19 команд. Спортсмены будут бороться в таких стилях, как баттерфляй, кроль, брас и комплексное плавание. У нас подготовка идет полным ходом. Наши спортсмены усиленно тренируются. Тренера тоже упорно работают. Объект готов на 100%. И у нас с 26 и 27 официальные тренировки, и с 28 июня по 1 июля соревнования. Плавательный бассейн отвечает всем международным стандартам. Температура воды 26 градусов, длина дорожек 50 метров, глубина чаши 2,20. Всего здесь будет разыграно 13 индивидуальных медалей у девочек и мальчиков, а также 6 медалей в эстафетном плавании. Ирина Жданова, Вадим Барашков. Мне кажется, что все участники 8-х игр «Дети Азии» увезут домой не только медали, но и море впечатлений. Программа действительно очень насыщенная. Непременно, но рады то, что наши организаторы отлично подготовились и в плане уникальной сувенирной продукции. Наша коллега Надежда Саханская узнала, чем будут удивлять местные товаропроизводители. Кружки, статуэтки, подставки для телефонов – вот далеко не полный перечень сувенирной продукции. Брендированные изделия отличаются оригинальным дизайном с использованием символики детей Азии в сочетании с якутскими орнаментами. На сегодняшний день около 80 наименований у нас сувенирной продукции. Это начиная от магнитиков, брелочков, мини-презентов, заканчивая VIP-презентами. Это тема такая эмоциональная. И, конечно же, мы попытались в сувенир выложить все то, чем мы гордимся, да?
Палатки по продаже сувенирной продукции будут находиться на всех спортивных объектах, где пройдут соревнования. Для желающих приобрести все и сразу есть отдельный электронный каталог. Самобытность сувениров начинается с этапа производства. Сами производители раскрывают небольшие секреты и даже дают рекомендации по покупке памятных подарков. Я бы черные маленькие шестерки. Они компактные, во-первых. Во-вторых, очень красивые. Можно положить и посмотреть. Или колокольчики. Или вот эти тарелочки. Это символ. Очень же красиво. Тарелки, колокольчики, чуроны – далеко не полный перечень сувенирной продукции, которая производится здесь. Тут по-настоящему жарко, поскольку вот так выглядят сувенирные колокольчики еще в полуготовом варианте, потому что затем они отправятся в печь, после чего приобретут уже готовый товарный вид. Я чуронную посуду ложу на печку, обжигаю на 750 градусов на 3 часа. У меня 3 печки. И я их по очереди включаю, выключаю. И после этого они уже выходят готовые уже на продажу и для сувенирных. Кстати, ассортимент во всех точках продажи будет разнообразным. Что продадут в «Триумфе», вряд ли можно найти у стадиона Туймада или у других спортобъектов. Так что, если вас обуревает желание собрать всю коллекцию брелоков с символикой игр, то придется постараться и обойти весь город. Воистину, подготовка была масштабной, такая уникальная продукция. Так что, если вы являетесь коллекционером, спешите. Ну а прямо сейчас спешим вас познакомить и с последними новостями. Доброе утро. Мы продолжаем рассказывать о самых главных событиях к этому часу. Мы оцениваем подготовку к играм «Дети Азии» на самом высоком уровне. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на встрече с главой Якутии. Кроме организационных вопросов, стороны обсудили проведение 6-го международного форума юных олимпийцев, который состоится впервые в выездном формате. По словам Позднякова, форум был задуман Олимпийским комитетом как ответ на угрозы, связанные с применением запрещенных препаратов и допинга в спорте. В крупном мероприятии примут участие делегаты из 25 стран, участвующих в играх. Для Международного комитета «Дети Азии» в первую очередь это показатель успешности проекта, который реализуется на протяжении вот уже многих этих лет. Я уверен, что в будущем эта цифра будет увеличиваться, потому что настоящие истинные олимпийские ценности, дружбу, уважение к сопернику и стремление к совершенству невозможно ничем заменить. И я думаю, что барон де Кубертен, который был основателем современного олимпийского движения, был бы рад в том числе видеть результаты работы Международного комитета «Дети Азии». Юные спортсмены из Беларуси накануне прибыли в Якутск на летние игры «Дети Азии». В состав делегации включено 187 человек, из которых 144 – это непосредственно спортсмены. Они будут соревноваться в 12 дисциплинах. На зимних играх «Дети Азии» в Кузбассе белорусские спортсмены завоевали 11 медалей в 9 дисциплинах. В этом году на летние игры приехало еще больше участников. Полет наш пошел прекрасно, но мы прилетели вчера. Мы сегодня встречаем делегацию. Мы вчера приехали, посмотрели здесь объекты, готовность уже, насколько сегодня у нас опыт проведения подобных мероприятий большой. Мы провели в 2019 году вторые европейские игры, в прошлом году игры стран СНГ. И я хочу сказать с уверенностью, что вы молодцы большие, подготовились очень хорошо к данному мероприятию. Ну, самое главное, чтобы получили наши спортсмены опыт. Мы впервые участвуем в подобного рода мероприятиях. С 1996 года уже проводятся игры Азии, а мы первый раз приехали такой делегацией. Ну а оценивать соревнования будут 700 судей. Главным судьей назначен директор школы Олимпийского резерва Казахстана Мирей Акшалов. В пресс-центре игр «Дети Азии» также рассказали, что в течение 11 дней более 2000 юных спортсменов из 5 команд России разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. В предстоящих играх участвуют 24 зарубежные команды. Казахстан представит самую многочисленную. Более 200 спортсменов будут соревноваться в 19 видах.
Особенный вклад в организацию и проведение игр внесут волонтеры. Всего на играх работают около 1900 добровольцев. И сегодня мы уже в преддверии начала игр Дети Азии со стопроцентной уверенностью говорим о том, что мы готовы к играм Дети Азии. Все объекты спорта, 16 объектов спорта, в которых будут проходить игры, готовы как с точки зрения проведения ремонта, так и с точки зрения оформления баннерами, светозвукоаппаратурой. И буквально сегодня у них начинаются спортивные состязания участников игр. К этой минуте пока все. Хорошего дня. Ну а мы продолжаем вас знакомить с видами спорта, которые будут представлены в рамках игр Дети Азии. В баскетболе Якутию будут представлять две команды – мужская и женская. Сегодня у нас в гостях Константин Александров, старший тренер сборной команды девушек Республики Саха-Якутия по баскетболу. Константин, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Как продвигается подготовка команды? Вы знаете, подготовка команды началась еще более чем год назад. Согласно календарного плана утвержденного, у нас все идет по плану и все вовремя, все в сроки. Все спортивные мероприятия, контрольные тесты, отборочные игры были проведены в рамках этого календарного плана. Сколько времени вы уже работаете тренером? Ой, вы знаете, здесь такая очень интересная история. Закончил я педагогическую академию в городе Новокузнецке в 2009 году. И через год я получил приглашение, чтобы приехать в Республику Саха-Якутия, город Мирный, в школу номер 12 с углубленным изучением английского языка. И там же сразу у нас была спартакиада школьников. Мы на ней выступили и достаточно проиграли в финале. Тогда я собрал школьную команду девочек. Девчонки расстроились, запереживали. Вот. Я молодой специалист, мне тогда было 23 года всего лишь. Мне их стало жалко. Как бы мы все приезжаем на север за большим рублем. Сказал, что ладно, хорошо, на следующий год я обязательно приеду, мы всех победим. И с того времени уже 14 лет. За 14 лет, да, наша сборная становилась 4-кратными чемпионами республики. Это среди девушек и среди юношей 2-кратными чемпионами. А в целом, вот как вообще происходит процесс формирования сборной? Ну, знаете, это достаточно длинный процесс, потому что подобрать команду из 4 человек в баскетболе 3-на-3, учитывать все физические качества, эмоциональные составляющие, ну и чтобы наладить вот это, знаете, у нас есть такая терминология, баскетбольное взаимодействие, называется наладить химию между игроками, между тренерами, такая вот. Чтобы были на одной волне. Чтобы были на одной волне, да. Да, а основные критерии это все-таки рост? Или скорость? В баскетболе 3-на-3, естественно, учитывается и рост, ну а также индивидуальные качества спортсмена, потому что здесь более индивидуальная подготовка идет, взаимодействие. Ну, а чем женский баскетбол отличается от мужского? То есть специфика подготовки, специфика самих команд, может, психологии? Ну, вы правильно уже сказали, чем отличается. Тем отличается, что в женском баскетболе играют девочки, а в мужском юноши. В принципе, девушек можно и против юношей поставить и посмотреть. Да, в младших возрастах так и делают спарринг-партнеры, товарищеские встречи, вот. Но вы знаете, работая с девчонками и работая с мальчишками, я для себя сделал вывод давно, что с девчонками более комфортнее мне. Ну, на каждого тренера свой спортсмен. В данном случае у меня женская команда девушек. Девчонки, они более покладистые, они более ответственные, особенно в младшем возрасте. Но особенное качество, они исполнительные. Мальчишки в младшем возрасте, они, конечно, хулиганы. За ними глаз да глаз, это такой, знаете, управляемый хаосом. Вот. Для кого-то больше нравится с мальчишками работать. Ну, с мальчишками нужна, конечно, такая твердая рука. А у девочек, на девочек нельзя сильно кричать. Девочек всегда нужно хвалить. Девочек нельзя выделять, там, ты самая красивая, у тебя там волосы, да, сегодня такая прическа. Ты хорошо прыгаешь. Да, потому что другие хвалить могут надо обидеться. всех сразу, коллективно. Надо их, конечно, любить. Девчонки, они очень преданные, никогда тренера не предадут, в отличие от мальчишек. Мальчишки могут, ну, перебежать там. И, то есть, для них это свойственно, они в этом ничего такого не видят.
Девчонки с тренером до конца. Да, кстати, ну вот в целом мы привыкли, да, вот баскетбол такой классический. На играх будет баскетбол 3 на 3, это как стрит-баскетбол, да? То есть вот в чем основные отличия правил? Основные отличия, во-первых, это играем на одно кольцо. Естественно, это половина площадки. Самое главное отличие, что количественный состав человек, например, в классическом баскетболе 5 на 5 играет состав команды 12 человек. 5 человек на площадке. Вот. В баскетболе 3 на 3 играют 3 человека на площадке, 1 замена. 12 секунд на атаку. Всего лишь. Это очень быстро. То есть это после того, как вам забили, вы подбираете мяч, уже уводите, пока вы уводите за 3-очковую линию, уже проходит 3 секунды. Итого остается 9-8 секунд на атаку. То есть молниеносное решение, тем самым игра смотрится очень динамично, быстрая, энергичная. То есть пас, передача, быстренькая защита, переход от защиты, нападения очень молниеносный. И также наоборот. Вот. Ну и еще самое главное отличие, что в баскетболе 5 на 5 тренер непосредственно принимает руководством команды во время игры. То есть делает замены, берет минутный тайм-аут. Здесь спортсмены абсолютно все делают сами. То есть тренер сидит вместе со зрителями на скамеечке в ожидании. Это самое убийственное для него, что может быть. Не крикнуть, не подсказать, потому что команда сразу же получает предупреждение. Это вообще запрещено, получается? Это запрещено, да. Даже есть такое правило, если некоторые судья, там, игроки быстренько сориентируются, там тренер показал, типа это значит замена, и судья это расценил как жест, подсказка, да, он делает замечание команде. Ничего себе. Да. Ну все, мы... Ну это прям настоящее будет шоу. Мы рекомендуем, да, нашим телезрителям обязательно посетить. Особенно хотелось бы отметить, что сегодня уже на Комсомольской площади в 10:00 состоятся соревнования по баскетболу 3 на 3, и мы желаем нашей сборной успехов, удачи. Да, будем обязательно за вас болеть. Всем спасибо. Обязательно приходите на наши игры. Это будет очень зрелищно, мощно. Вот, и поэтому мы ждем поддержки от... Спасибо. Жителей республики, как минимум, да. Точно. Да. Ну а что касается остальных игр, сегодня также по художественной гимнастике пройдут соревнования в спортивном комплексе «Дахсун». Начало в 12:00. Сегодня также мини-футбол, дворец спорта 50 лет Победы в 10 часов. Тэквондо в Ледовом дворце Лейботур с 9 утра и с 14:00. Самбо, центр спортивной подготовки «Триумф» в 10:00. Шахматы Кхен Северо-Восточного федерального университета в 10:00. Твой любимый настольный теннис. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сулус» в 11 часов. Ну а что касается культурной программы, хотелось бы напомнить, что сегодня будет открытие международной книжной ярмарки «Книжный ветер» в 11 часов на площади Орджоникидзе. И концерт Государственной филармонии Республики Саха-Якутия в 16 часов на площади Дружба. Дорогие друзья, болейте за наших спортсменов, потому что это всегда волнительно. Мы принимающая сторона, мы должны всем все показать, всем все объяснить, поддерживать наших гостей. Ну и, конечно, посещайте ваши любимые виды спорта, поддержите своих спортсменов. Ну а мы желаем вам отличного, бодрого утра и прекрасного спортивного настроения. Оставайтесь вместе с нами в телеграм-канале, там будут последние новости со всех соревнований, мы работаем только для вас. И начинайте утро на Якутия 24. До завтра.